75 без войны, 75 тишины. 75 лет назад произошло событие, которое перевернуло будущее великой державы. 9 мая 1945 года – конец кровопролитной войны. Она унесла миллионы жизней и коснулась каждой семьи. А этот весенний победный день стал верой в мирную жизнь и счастливое будущее. Главный праздник страны ежегодно отмечается во всех субъектах России. В День Победы миллионы россиян участвуют в шествии бессмертного полка. А виновники торжества – наши деды и бабушки, которые самоотверженно и героически защищали Родину. В своих орденах и наградах становятся первыми лицами на параде Победы. Этот день не только дань уважения и памяти славным защитникам и ветеранам, но и напоминание, кому мы обязаны за мирное небо. Истории славных подвигов передаются из поколения в поколение. Из года в год к этому дню активно готовятся и школьники страны. Суп досыта, чай до пота, жизнь как жизнь. И опять война, работа. Становись! Из-за пандемии коронавирусной инфекции планы образовательных учреждений провести в стенах школ вечера памяти об участниках Великой Отечественной сорвались. Но это не помешает сказать ветеранам еще раз спасибо за их героизм, храбрость и любовь к родине, уверены школьники Ингушетии. К 75-летию Победы учащиеся запустили флешмоб. А вот так Амина Албакова вспоминает радость памятной весны много лет тому назад. Много лет тому назад был Великий День Победы. День Победы, помнит деда, знает каждый из внучат. Светлый праздник День Победы отмечает вся страна. Наши бабушки и деды надевают ордена. Флешмоб запущен в целях сохранения исторической памяти и вознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Число желающих присоединиться к эстафете растет с каждым днем. Это утренний парад. И это танки и ракеты маршируют строй солдат. Их с утра зовет дорога на торжественный парад. И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. Так ингушские школьники, находясь на самоизоляции, активно готовятся к юбилейной дате со Дня Победы. Муслим Медаров к флешмобу решил переодеться в свой костюм солдата советской армии. Обычно он надевал его на парад, а флешмоб послужил прекрасным поводом, чтобы вновь достать его из шкафа. Спасибо вам, отцы и деды, что не страшась шагали в бой. Спасибо тем, кто в День Победы вернулся с тех полей домой. Несмотря на мужество и отвагу, присущие храбрым защитникам Отечества, День Победы с болью отзывается в душе ветеранов. Не зря этот праздник называют со слезами на глазах. За свободу и независимость пришлось заплатить слишком высокую цену. Дедушке, который потерял товарищей на полях сражений, посвящены стихи Сумаи Хашигульговой. Там друзей военных много полегло. Вспоминать об этом сердцу тяжело. И победу в мае встретили не все. Там лежать остались утренние росе. Патриотический флешмоб к 75-летию Великой Победы продолжается. Миллионы солдат и офицеров ушли из жизни, так и не увидев мирных дней. Идут годы, сменяются десятилетия, но их подвиг в Отечественной войне навсегда остается в сердцах людей и истории страны. Диана Дударова, Новости 24.